Впервые в Сыктывкаре выступит труппа Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Это один из старейших профессиональных театров оперетты. Недавно он отметил 90-летие. С 27 по 30 октября любителям театрального искусства столицы Коми гости покажут свои постановки. Гастрольная группа впечатляет. Более 180 человек и 3 еврофуры с декорациями. Какие сюрпризы ждут сыктывкарцев, знает Дарья Вологжанина. Яркая, страстная и волнующая «Фраскита» – это первый сюрприз для сыктывкарцев от культурной столицы. История любви цыганки и парижского бонвивана, где много юмора и танца. Опереттой австро-венгерского композитора Франца Лигара Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии откроет свои гастроли в Сыктывкаре. Спектакль идет на одном дыхании, он захватывающий, он яркий, он красочный. Музыка просто бесподобная Франца Лигара. И действительно, при такой какой-то вроде бы легкости сюжета достаточно мощная драматургия, такая, что не свойственно вот большинству оперет. Чудесные мелодии, прекрасная цыганская музыка. При этом в них есть отзвук не столько оперетты, сколько мюзикла. Здесь очень масштабные музыкальные финалы, которые не похожи на классическую оперетту. Здесь нужно доносить и вокально, и игрово смысл того, что хотел показать Лигар в своей оперетте. Я очень надеюсь, что зрителям Сыктывкара очень понравится этот спектакль. В афише гастрольного тура петербуржцев малознакомые названия спектаклей. Они редко ставились не только в СССР, но и в Европе. Кроме «Фраскиты», сыктывкарцы смогут увидеть еще «Графа Люксембург» и «Лето любви». Финалом праздника станет гала-концерт. Нашего неискушенного зрителя ждет немало открытий в опереточном искусстве. В концерте тоже мы, как правило, знакомим публику. Ну, есть так баланс по знакомому и незнакомому, то знакомые арии, дуэты, 15-20%. Все остальное то, что составляет мощное богатство опереточной классики мира. Поэтому, думаю, тот, кто придет, не пожалеет. Театр из Санкт-Петербурга в столицу Коми приедет практически в полном составе. Это более 180 человек и 120 кубов декораций. Такой грандиозный визит стал возможен благодаря федеральному проекту «Большие гастроли». При этом питерские коллеги и зрители уже успели оценить спектакли Театра оперы и балета Республики. В июне этого года наша труппа выступала на их сцене. Для артистов и для нашего, скажем так, развития и творческого развития, конечно, это очень важно, потому что это новая публика, это новые цели, новые задачи, да, это новый вызов. Артисты очень готовятся и очень настраиваются на подобные гастроли. И еще один сюрприз для наших зрителей. Как заявила министр культуры региона Мария Балмастова, оперштаб республики специально к гастролям Санкт-Петербурга разрешил посадку в зале не на 50%, а на 75%. А значит, еще больше людей смогут окунуться в волшебный мир веселой, головокружительной оперетты. Дарья Вологжанина, Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.